Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане 2025 год пройдет под девизом «Международный год мира и доверия». Президент Туркменистана поручил обеспечить соблюдение правопорядка в новогоднюю ночь. Арсен Шахунц провел яркий сольный концерт в Ашхабаде и другие новости. 2025 год в Туркменистане объявлен Международным годом мира и доверия. Соответствующее предложение Меджлиса на последнем в уходящем году заседании правительства одобрил президент Сердар Бердымухамедов. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на расширенном заседании правительства распорядился держать под строгим контролем соблюдение правопорядка в новогоднюю ночь. Глава государства подчеркнул важность организации дежурств во всех структурах и обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб, больниц и магазинов. Президент Туркменистана отметил, что эти меры необходимы для создания условий для хорошего отдыха граждан и празднования Нового года на высоком уровне. Президент Туркменистана завершил работу над своей новой книгой «Амахтум Кули Фраги». По словам главы государства, книга освещает литературное наследие выдающегося мастера, его огромный вклад в мировую культуру и мероприятия, проведенные в честь 300-летия со дня рождения поэта. Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что книга также отражает достижения Туркменистана и является достойным подарком для народа. В столице Узбекистана состоялась торжественная церемония открытия трехэтажного жилого дома для сотрудников посольства Туркменистана. В современном здании расположились 12 полностью меблированных квартир улучшенной планировки с современными кухнями и системой климат-контроля. На церемонии открытия присутствовала делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахметом Гурбановым. В преддверии Нового года на площадке спортивного комплекса зимних видов спорта состоялся сольный концерт талантливого певца и музыканта Арсена Шахунца. Артист исполнил свои хиты и любимые песни, создавая атмосферу праздника и радости. Особое внимание привлекла песня, написанная национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым. В Туркменистане опубликовано новогоднее расписание общественного транспорта. В канун Нового года движение автобусов по городским маршрутам будет осуществляться по следующему расписанию. С 6 утра 31 декабря 2024 года до 2 ночи 1 января 2025 года. Также будут организованы круглосуточные такси. Автобусное сообщение будет доступно в городах Ашхабад, Аркадак, Балканабад, Туркменбаши, Дашогуз, Туркменабад и Мары. В Индии наблюдается беспрецедентное похолодание за последние несколько десятилетий. Особенно сложная ситуация сложилась в Кашмире, где впервые за долгое время полностью замерзло озеро Дал. Местным жителям приходится прилагать значительные усилия, чтобы освободить свои лодки из ледяного плена и проложить путь через замерзшую водную гладь. На улицах города люди разводят костры для обогрева. Резко вырос спрос на зимнюю одежду и одеяло, а также на традиционные корзины с горячей золой, которые местные используют для сохранения тепла. Бразильский нападающий мадридского Реала Винисиус Джуниор был удостоен звания лучшего футболиста года по версии Globe Soccer Awards. Церемония награждения состоялась в Дубае. Премия, учрежденная в 2010 году, ежегодно отмечает выдающихся футболистов и тренеров. В прошлом году награду получил Килиан Мбаппе. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях, а также на Билет Видео. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.